Валерий, слышал, как про супер-сверхстроптивых женщин говорят собака на сене? Слышал. Эти женщины ягодки по сравнению с этим квадрокоптером, который я купил полгода назад. Такой строптивой редиской оказалось. Помнишь, мы весной сюда приехали, первый запуск тут в лесу. Вот с этого места запустил, Да. тут березу покромсал, елку покромсал. Думал, елка упадет, почему-то стоять осталось, толстовато. С самого начала было ясно, что-то не то. При отсутствии ветра внизу и небольшого вверху с трудом протиснул квадрокоптер в пространство среди деревьев, минимум 25 квадратов, и поднял над этими деревьями. И горько пожалел об этом. Тогда было 0 градусов, а я в трусах майке ветром угнал куда-то с деревья на болото. Хорошо на болото. Я побежал и нашел, что он там летает над болотом, и вернул его силком под руку. Тогда как-то я не обратил внимания, что вернуть против ветерочка смог только боком. Я с этими квадрокоптерами сталкиваюсь первый раз в жизни. Никогда с ними раньше дела не имел и, в принципе, не видел. У нас их ни у кого нету. Поэтому при начале у меня было непонятно, что он себя так странно ведет. Не было счастья, да несчастье помогло. Тогда на черемухе я над кустом приподнял, на квадрокоптер не смотрел вверх. Кадр выбирал, я его чуть-чуть перемещал, чтобы лучший кадр, чтобы был посередине с Ларисой Батькиной были. И он у меня в куст врезался, закрутил там все, что мог. Черемуха попалась классная, крепкая, нашего северного характера. Она подцепила эту деталь, кирдык, и, пропеллеры у меня на одном моторе улетели. Мы искали, где эти запястья, где эти лопастя. Глазастая Лариса Батьковна у меня нашла одну лопасть. А я посмотрел, лопасть-то другой буквы. Летательная конструкция квадрокоптера прилично продумана. 2 винта с буквенным литером А крутятся по часовой стрелке, а 2 винта с литером Б крутятся против часовой стрелки, что позволяет дрону не делать в воздухе неконтролируемые кульбиты. Он четко летает и зависает. В бумажке к инструкции такое расположение винтов отмечено. Я даже посмотрел, что они разные. С одной стороны. В голову не могло прийти, что на другом конце дрона производитель перепутает на одном двигателе пропеллер. В результате легкой аварии абсолютно случайно обнаружили, что на этом двигателе вместо винта с литером «Б» производитель установит винт с литером «А». 3 лопасти правильные поставлены, а одна лопасть сикость-накость поставлена, по-другому. Вот почему мой квадрокоптер постоянно стремился полететь по непредсказуемой траектории. А потом, когда подымешь, малейшее дуновение ветра, аналогичное хоть дыханию человека, уносило его, сразу сбивало и уносило его хрен знает куда. К сожалению, 95% желтых листьев берез слетело, то есть они голые стоят. Но посмотрим, может, красота немножко и сохранилась. Осенняя красота. Когда мы с Василисой и Васей поехали в избушку, ветерок, правда, был. Но Василий Батькович сегодня квадрокоптер меня удивил до невозможности. Думал, сниму, как мы едем на лодке. Я его поднял, он и улетел через реку и куда-то в лес догнал. Я почти распрощался. Ну да, я такой вижу, за деревья скрылся. Угоняет ветер, угоняет. Ну, такой думаю, примерно такой, ага, вот между этими деревьями сейчас тут пристанем и пойдем в ту сторону искать. Я тоже не думал, что он прилетит обратно. А ты хоть на экран посмотрел? Так, связь потерялась. У меня на экране не показывает
Страсти мордачи откровенные. Думаю, в Китай не улетел чисто потому, что процессор дрона, молодец, не подвел, сопротивлялся этой акробатике в воздухе. 8 приключений хватило выше головы. Фирма китайская, достаточно уважаемая. Бренд MJX создан китайской компанией Meijin Toys Company Ltd. Квадрокоптер-то вообще-то не слабо стоит. Средний ценовой фрагмент. Не очень слабая для нас игрушка. Я домой приехал, поставил правильные пропеллеры. И вот сейчас я в недоумении. Это относится к гарантийному ремонту или не относится? Пропеллер вообще-то такая штука, я даже не знаю, насколько расходный материал. Но не моя вина, блин, что какой-то китайский ударник коммунистического труда, блин, халяву сделал мне. Пускай в Европу, Америку посылает, они там любители этих самых. Жить по инструкции. Вот бы не поразвлекались по полной программе. Ну ладно. Ну, лишняя пачка этих пропеллеров, где-то 450. Хер с ним. Пускай подавятся эти буржуи. Первая мысль, конечно, была, что виноват продавец. Но с другой стороны, продавец откуда знает, на что напорится. Поэтому... На заводе, так сказать. На заводе. И вот я когда сюда приехал, когда правильные пропеллеры поставил. Так, ну что, первый взгляд после приключений с пропеллерами. Внизу леса вроде ветра нету. Вверху, может, и ветерок есть. Надеюсь, на озеро не унесет. Посмотрим озеро. Нормально. Ну что? Вон там на озеро, где мы рыбу ловили, поднял, четко фиксирует, четко поднимается. Легкий ветер его не угоняет. Стоит на месте. Работает. Точно фиксируется. Класс. Не улетел никуда, ни в воду, ни в лес. Молодец. Ну, квадрокоптер не подводи. Мы тебя восстановили как должно быть. То есть вложили свой российский вклад в китайскую технику. Как думаешь, может Дин Сяопину написать, пускай конец мне пошлет, что напозорил коммунистический Китай, блин. Пошлет он тебе саки какой-нибудь. Саки, это японцы. Ну, они рядом живут. В смысле, тогда лучше не надо, да? Да. Лучше... Горячая и слабая водка. Куда она нам? Да. Ладно. Вроде классный, но какой-то все равно выпендрёж попадается. Ну что, испытаем квадрокоптер при ветре. Тут ощутимый ветерок, но так себе. А выше деревьев есть ветерок, есть. Унесет его или не унесет? Ай, практика критерий истины. 17 спутников. Надеюсь, хоть вернется. Поехали. Ветру сопротивляется, ветру сопротивляется. Ну что, полетели вверх. Глядим окрестности. Когда все пропеллеры на месте, положенные по штату, небольшому ветру сопротивляется. Проверяем. Возврат домой. Давай. Промазал 1,5 метра. Ну не 15, как в реку нырнул. Что ж, бывает. Ладно. Легкий ветер испытаний выдерживает. Как работает данный квадрокоптер на ветру, это одна из важнейших тем. Сначала посмотрим, что там в инструкции данному квадрокоптеру говорится. Данная инструкция не рекомендует летать в сильный ветер
уровня больше или равно 5 баллов по шкале Бофорта. А на самом деле, что получилось у меня за 2 года? От штиля до легкого ветра силой в 2 балла. Когда ветер чувствуется лицом, и листья временами слабо шелестят, дрон летает первый сорт. При слабом ветре в 3 балла, когда листья и тонкие ветки деревьев с листвой непрерывно колеблются, колышутся легкие флаги, и на водной поверхности появляются короткие, хорошо выраженные волны, данный дрон летает. И летает, в принципе, достаточно хорошо, хотя уже начинается напряг. Один раз попробовал поднять дрон в умеренный ветер в 4 балла, когда качаются тонкие ветки деревьев и без листвы. Дрон забросило на дерево, он грохнулся, и больше я не пробовал. А что может летать свежий ветер в 5 баллов? И это, по-моему, очень даже сильно преувеличено. В это время качаются ветки и тонкие стволы деревьев, вытягиваются большие флаги, свистит в ушах. Я даже не рисковал поднимать такой ветер, чтобы его не угнало. Короче, слабоват данный дрон для борьбы с ветром. Имея вес в полкило, установленные бесколлекторные моторы слабоваты. Если честно, продавцы данного дрона, как, например, магазин радиоуправляемых изделий «Планета Хобби», прямо указывают на его слабость к ветру. И в недостатках первым же делом указывает, что не рекомендуем летать в ветреную погоду, так как модель плохо сопротивляется ветру и может просто улететь. Ясно и понятно. Живем дальше с квадрокоптером.